Вышла я укроп убирать. Погода сегодня опять такая жара же стоит у нас. И вон туча поднимается. Не знаю, успею или нет. Но гром гремит. Вот. Что успею, сделаю. Вот так примерно я все убираю. Конечно, все по-разному, наверное. Но я вот привыкла так. Сначала в пакеты. Пакет кладу, а потом дома будем сушить. И в морозилку еще. Заверну в пакетик. Хочу показать огурчики. В этом году я сажала, наверное, 4 раза или 3 раза уже посадила эти огурцы. Эти кровожадные проволочники все сожрали у меня. И значит, у меня здесь вот 4 куста, что сохранились. Много раз уже, вот как 4 раза пересаживала, ну, заново сажала. Вот. Ну и вроде как огурчики есть. Это зозуля, наверное, сорт длинный, вот такой салатный сорт. Вот. А остальные потом такие мелкие огурчики уже как бы есть уже. Вот. Огурчики есть, растут. Некоторые жалуются, что желтеет полностью. Маленькие выходят, и огурцы сразу желтеют. Но вроде как я наблюдаю, у меня вроде все нормально с этим. Огурцы есть. Вот. Но у меня все позднее потом будет. Люди, конечно, уже и консервируют, и уже сколько уже набрали урожая. Вот, а у меня еще только растут. Вот. Ну, огурчики есть. Так что будем засаливать опять. Столько мы, конечно, не скушаем. Будем засаливать. Ну, а здесь у меня растет, значит, перец. Один перец всего лишь. Посадила несколько, а один только вот выжил перец. Тоже у меня позднее. Некоторые, наверное, уже, может, и собирают перец, а у меня еще только цветет. А здесь у меня дыня. Посадила дыню. Вот. Цветки вон есть, цветет. Вот. И первый раз, конечно, еще эту дыню посадила. Надо вот в интернете еще посмотреть, как растить, как ухаживать за этой дыней. 2 кустика. Один какой-то вон маленький такой, а вот этот вон как вырос, растет и
Не знаю, как с урожаем. Потом посмотрим, будет, нет у меня какая-нибудь дыня здесь. Вырастет, нет, образуется, нет. Ну, в общем, буду наблюдать. Вот. Это перец, значит. И у меня 1, 2, 3, 4 кустика огурцов. Ну, это для нас достаточно. Еще хочу показать георгины. Скоро будут цветки распускаться. Так, здесь у меня уже цветки, несколько цветов уже вон распустились. Но эти такие маленькие цветочки. В прошлом году были крупные. Но это может здесь у меня так. 1, 2, 3, 4, 5, 6 кустов здесь у меня. 7 кустов, наверное. Вот. И разные некоторые. Эти цветки в прошлом году не распускались. Такого цвета у меня в прошлом году не было. Были белые с красными такими очень крупные цветы были. А вот это в этом году поменьше. Ну, этот сорт, наверное, другой. Вот. Ну вот, распустятся вот все цветочки, а потом вот и посмотрим. Потому что в прошлом году, да, были крупные. На видео там есть. Вот, посмотрим. Вот такой хороший куст у меня здесь вырос. Наверное, место надо, наверное, сажать надо побольше, чтобы места было. Вот. А у меня здесь все вместе в одну кучу. Конечно, посадила, конечно, на небольших расстояниях. Наверное, нужно, чтобы расстояние между кустами, наверное, нужно побольше. Вот. Определить нужно для нее, найти место для георгинов тоже. Вот. Ну, будут цвести, да, потом уже и покажем. Надеюсь, август месяц будет еще теплый. Половину убрала. Здесь куча лежит. Ну, пакет вот. Пакет вот. Полненький пакет. Это сейчас занесу и положу на сушилку. Вот так укладываю укроп в сушилку. Эта сушилка очень хорошая вещь. Раньше мы на печке все сушили. Надо было печку топить. Вот в такую жарко еще. Раскладывали на веранде там на листке. Обветривали, чтобы так тоже сушили. Вот. А сейчас вот эта сушилка нам очень нравится. И очень самый лучший вариант. И выносим, вот там мы сейчас, потом я вынесу на веранду, и там у меня за пару часов будет это все уже готово. Хотя и очень толстый слой делаю, это не имеет никакого значения, все равно так же хорошо это все высушится. Ну вот это подготовили. Осталось включить только. Сейчас буду заворачивать вот в такой пакет и буду класть в морозилку. Первый способ это мы сушим, а второй способ, ну вот так я сейчас покажу, как я это делаю.
беру вот такой пучок. Заворачиваю в пакет вот так. Потом дальше кладу. Дальше кладу вот опять так же. И опять заворачиваю в пакет. Ну и сюда еще можно. Ну, вот так. И заворачиваю. Ну, и это потом кладу в морозилку. Вот так потом у меня получается свежий укроп. Как свежий укроп. Всё. Дальше также делаю. Это потом также заворачиваю. И потом так раскладывая туда, кладу в морозилку и замораживаем. Ну, у меня, значит, все готово. Вам показала сегодня, как я убираю укроп, как я, что я могу сделать с этим укропом, значит, сушим и кладем в морозилку, чтобы зимой использовать. А сушеный укроп у нас Сергей пьет, заваривает как чай и зимой выпивает вот это. Но это очень полезно, конечно, для желудочного тракта, желудочно-кишечного тракта. И вот он это пьет как чай. Вот. Ну, на этом я свое маленькое видео заканчиваю. Всем пока, до новых встреч на нашем канале.